Добрый день, уважаемые друзья, коллеги. Мы с вами практически уже 3 года назад встречались, обсуждали текущую ситуацию и в формате «Единой России», и в целом по ситуации в республике, в стране нашей. 3 года большой срок. Я уже соскучился по такому разговору. Надеюсь, что и у вас есть о чем поговорить. Предложения есть, идеи есть. И повод, конечно, есть хороший, который нас сегодня тоже собрал. Это игры, которые сегодня открываются в Якутске. Это на самом деле очень хорошее мероприятие, которое уже такое раскрученное. На него приезжает много молодежи, приезжает много гостей. Просто лето. Я сейчас ехал как раз с Егором Афанасьевичем, говорил, что давно не было у вас летом. Все-таки у вас такой край суровый. Всегда, когда приезжаешь, такое ощущение, что зима и зима, зима и зима. У нас вообще страна такая очень суровая, очень зимняя. А сейчас косы. Здесь лето бывает, все зеленое, красивое. Но у нас большие задачи. Впереди, вы знаете, выборы. Выборы, как всякие выборы, сложная довольно история. Много конкурентов всегда. А если говорить о партии «Единая Россия», то я всегда об этом упоминаю. И просто, и сложно. С одной стороны, просто потому, что мы партия, которая находится у власти, то есть правящая партия. У нас есть результаты, которые мы можем предъявить, которые заключаются в просто жизненных условиях, в новых метрах жилья, в дорогах, в поликлиниках, в больницах, просто в общем изменении климата, делового и социального. Но есть и, естественно, сложная сторона, потому что к власти, к той партии, которая находится у власти, к правящей партии, всегда гораздо больше вопросов. Значит, чего вы сделали, чего не сделали, а мы бы сделали лучше, и конкуренты всегда так будут говорить. Поэтому кампания даже при довольно высоком уровне поддержки «Единой России» в республике, она будет достаточно сложной. И, наверное, на это нужно тоже настраиваться, потому что от того, какой выбор сделают наши граждане и жители республики Саха, зависит во многом будущее края, как мы будем развиваться в ближайшие 5 лет. Давайте поговорим и о выборах, и самое главное, наверное, о тех социальных, экономических проблемах, которые существуют в республике, по которым нужно было бы либо решение принимать, либо по которым у вас есть предложение, каким образом поступить федеральной власти, власти республики, муниципалитетам, ЛУСам. По всем этим делам давайте посоветуемся. Кто начнет? Секретарь? Добрый вечер, Пожалуйста. уважаемый Дмитрий Анатольевич. Секретарь Якутского регионального отделения Наговицын Александр Александрович от имени своих однопартийцев, членов партии, сторонников партии «Единая Россия», я вас приветствую на древней земле Ланхо. На сегодняшний момент Якутское региональное отделение – это 30 тысяч членов партии, 10 240 сторонников партии. Мы в законодательном собрании региональной Мельтумени из 70 депутатов 51 являются членами фракции «Единая Россия». Во всех районах республики, во всех городах республики открыто отделение партии. В местных отделениях в целом насчитывается 719. В прошедшие предварительные голосования 22 мая жители республики проявили активность очень высокую к нашему мероприятию. В целом приняло участие порядка 87 тысяч человек, что составляет 13,9% от численности избирателей. По этому показателю в Дальневосточном федеральном округе мы заняли 1-е место по явке, а в целом по России 11-е. Я считаю, что это высокий уровень доверия граждан республики, во-первых, федеральной власти, к руководству страны, уровень доверия к региональной власти и уровень доверия в целом партии «Единая Россия». Сегодня, уважаемый Дмитрий Анатольевич, в зале присутствуют члены партии, сторонники, представители хозяйствующих субъектов. У нас есть ряд вопросов, которые мы хотели бы с вами, с председателем партии, с председателем правительства обсудить. Поэтому, если вы разрешите, мы хотели бы начать с обсуждения. Я для этого приехал. Давайте о всем поговорим. Спасибо. Компактно, с учетом того, что у нас впереди еще большая программа. Пожалуйста, кто начнет?
Я, мягко говоря, не всех знаю, поэтому, пожалуйста, буду на вас показывать, прошу. Добрый вечер вам. Габбасова Фрида Миргазимовна, Деловая Россия, региональное отделение, председатель совета, предприниматель Якутии 24-летним стажем, компания «Айгуль», оптово-розничное производственное предприятие. Вы на съезде говорили о том, что наша партия «Единая Россия» всегда выступает за то, чтобы сохранить все социальные гарантии. В моей компании работают 1000 сотрудников, и я вместе наравне Большая с вами... компания у вас. Да, и наравне с вами я тоже несу частичную ответственность за 1000 семей. Скажите, пожалуйста, при формировании федерального бюджета, какие вопросы вы будете ставить перед правительством, это на деле получается перед собой, и перед вашим кабинетом министров, и также перед соратниками партии? Ну, своя рубашка ближе к телу, меня волнует судьба Дальнего Востока. Какие программы будут оставаться при финансировании по развитию Дальнего Востока? Спасибо. Спасибо большое. Ну, вы понимаете, что сейчас уже начался бюджетный процесс. Я вот буквально 2 дня назад проводил первое совещание по этому поводу, называется бюджетная комиссия, на котором мы рассматривали подходы к формированию бюджета на 2017 год и на 2018 и 2019 годы. Кстати, хочу сказать, мы вернулись к 3-летнему бюджетному циклу, что само по себе важно, потому что когда бюджет однолетний, ну вы бизнесом занимаетесь, понимаете это, ты перспективу видишь только на 1 год вперед. А когда 3 года, значит, можно посчитать уже, увидеть, что можно сделать на перспективу вот такую 3-летнюю, каких результатов добиться. Это не какое-то там сверхъестественное событие, но это важно как понимание того, что мы все-таки считаем, что управляем нормально социально-экономическим развитием, что мы обеспечиваем макроэкономическую устойчивость, стабильность, и это позволяет нам решать самые сложные социально-экономические задачи. Почему я специально об этом говорю? В общем, вещи такие обычные, банальные, но тем не менее без обеспечения сбалансированности бюджета, без социально-экономической стабильности ни одна программа у нас не выстрелит. Поэтому важнейшая задача правительства, и хотел бы, чтобы и вы понимали это, и как мои однопартийцы, и как сторонники «Единой России», заключается не только в том, чтобы значит, вот какие-то программы наполнить деньгами, а в том, чтобы обеспечить сбалансированность бюджета. И почему? Потому что если нет сбалансированности, возникают перекосы, и в конечном счете это приводит к инфляции, к нарушению макроэкономических пропорций со всеми негативными последствиями, которых мы нахлебались еще в 90-е годы. Поэтому вот подчеркну, стабильный сбалансированный бюджет – это приоритет правительства и на 17-й, и на 18-й, и на 19-й годы. Будет стабильный бюджет, будем вместе решать социально-экономические задачи. Но, конечно, стабильность нужна не ради самой стабильности, а стабильность нужна для того, чтобы именно выйти на новые горизонты по развитию страны. Значит, это касается всех программ, которые мы в настоящий момент реализуем, в том числе и программ развития Дальнего Востока. Говорю это здесь не потому, что вот к вам в гости приехал, а потому что это действительно важнейшее направление работы правительства. Этим у нас занимаются и коллеги по правительству, присутствующие здесь заместитель председателя правительства Юрий Петрович Трутнев, и целый набор других моих товарищей, которые самым внимательным образом следят за исполнением региональных программ. Значит, мы будем стараться, и здесь я уже перехожу к сути ответа, сохранить по максимуму все, чего мы достигли за последние годы. К сожалению, вы знаете, нам пришлось кое-какие программы подсократить, а некоторые программы просто у нас не реализуются в том объеме, в котором мы бы хотели. Все равно расходы на развитие Дальнего Востока, ну и стало быть Республики Саха-Якутия, у нас выше гораздо, чем они были несколько лет назад. Это объективный результат. Но, наверное, если бы не экономические проблемы, они были бы еще выше. Тем не менее, мы будем стараться сохранить все расходы по программам развития Дальнего Востока, а также стараться сохранить
другие позиции, касающиеся формирования социально-экономических программ, непосредственно реализуемых на Дальнем Востоке и у вас в республике, включая и квотирование по отдельным направлениям, ну, чтобы на Дальний Восток приходило чуть больше финансирования, чем это, например, положено по существующим нормативам. Именно в силу недоразвитости социальной инфраструктуры и кое-каких других направлений. Вот. Мы будем стараться это все сделать. Я пока вам цифры озвучивать не буду, потому что бюджетный процесс только начался, но можете не сомневаться, финансирование социально-экономического развития Дальнего Востока и Республики Саха-Якутия остается у нас в приоритете. И прошу вас об этом передать нашим избирателям. Спасибо, спасибо. Пожалуйста. Вот только нужно передать, передайте микрофон. Здравствуйте, Дмитрий Анатольевич. Здравствуйте. Зовут меня Афанасий Лаптев. Я возглавляю региональную общественную организацию людей с инвалидностью «Движение без барьеров». Ну, у меня вопрос, так как вы тронули климатические условия Крайнего Севера. Есть такое понятие, как через ИПР люди с инвалидностью получают технические средства реабилитации. Да? Это будь протез, слуховой аппарат, кресло, коляски. Но, как все люди понимают, на Крайнем Севере 9 месяцев – это минус температура. То бишь в наших регионах, где север, да, технические средства реабилитации намного быстрее изнашиваются. И мы, грубо говоря, почти половина России проигрываем. Да? Если в Москве там, человеку выдали коляску, он спокойно может 5 лет на ней проездить. У нас максимум год или 2. Если все люди думают, что люди с инвалидностью на севере сидят дома, то, увы, мы самозаняты. Это очень хорошо, что не сидят дома. Мы к этому стремимся, чтобы люди с инвалидностью активными были. И вот хотелось бы как-то доп. Финансирование, что ли, на федеральном уровне, на уровне правительства, как-то вот такой вопрос решить именно по Крайнему Северу. Спасибо. Значит, вот скажу прямо, проблемами ТСР, технических средств реабилитации, я занимаюсь каждый год при формировании бюджета. Вот поверьте, не потому, что, так сказать, хочу сделать приятное вам или сказать какую-то хорошую фразу. Нет, просто мы за последние годы нарастили финансирование программы по техническим средствам реабилитации очень существенно. Но вы сами все отлично знаете. Если вспомнить пятилетнюю, допустим, события пятилетней давности или ситуацию пятилетней давности, финансирование было существенно меньше. Сейчас мы каждый год это финансирование наращиваем или сохраняем в том объеме, в котором оно было. Это очень важно, потому что мне, не скрою, периодически подходят мои коллеги, говорят, вот давайте вот на этом сэкономим. Вот мы уже профинансировали, в том числе и по линии ТСРов. Но я прекрасно понимаю, что если мы не будем финансировать программу по техническим средствам реабилитации, людям с инвалидностью просто невозможно будет из дома выйти. Это для них насущная необходимость. Абсолютно. Вот. Поэтому я каждый раз вот эту цифру по ТСРам, по сути, восстанавливаю волевым порядком. Говорят, вот давай вместо 100 рублей сделаем 50. Я говорю, нет, давайте оставим все 100, что было. Значит, это первое. Просто чтобы вы понимали, что я лично этим занимаюсь. И второе. Я не слышал вот о той проблеме, о которой вы сказали, что износ отдельных разновидностей ТСР на Крайнем Севере, вообще в северных территориях выше, чем в других местах. Я обязательно по итогам нашей с вами встречи просто дам поручение, чтобы этот вопрос изучили. Если это действительно так, а нет оснований не доверять, конечно, значит, то тогда, может быть, просто норматив обеспеченности по таким территориям сделать немножко другим. Тем более, что все-таки здесь у нас на севере и на Дальнем Востоке живет поменьше людей, чем в других регионах. То есть это затронет и, соответственно, меньшее количество инвалидов. Я обязательно скажу, чтобы это проработали. Спасибо. Пожалуйста. Так, давайте теперь вот на этот фланг переместимся, чтобы коллеги тоже не скучали. Да. Добрый день, Кудряшов Игорь Владиславович, начальник Тихвинской региональной поисково-спасательной базы. Про климат нашей республики вы уже слышали, знаете его хорошо, я так понял. Я не только слышал, я все-таки его знаю. Да, поэтому не будем добавлять. Единственное, хотел бы немножко цифр. У нас, что касается транспортной доступности для населения, у нас всего 12% отдаленных районов и улусов.
имеет круглогодичные сообщения. То есть и при этом с 35 тысяч дорог всего 50% имеет твердое покрытие, все остальное это временные дороги, это зимники. При этом снабжение именно топливом у нас колоссальное, это сотни тысяч тонн по республике. Вот просто маленький пример, я коротко. 130 километров у нас вот от Тикси до Кисюра. И вроде бы, что там, вот как от Тикси, как от Москвы до Завидова, да, но мы едем туда от 15 до 20 часов. И расходуем не 100 литров дистоплива, а тонну. И стоимость этого топлива влияет на все абсолютно. Если брать благосостояние семьи, обязательно там. Вот хотел, чтобы вы попробовали или рассмотрели вопрос по единой цене или ограничение цены на топливо на всей территории России. Спасибо. Значит, это непростая задача, скажем прямо. Иначе бы мы давным-давно уже придумали, каким образом это сделать. Вы знаете, что у нас последние все годы, с момента возникновения, по сути, рыночного характера регулирования в топливно-энергетическом комплексе, цены на топливо, прежде всего на бензин, на солярку, они не регулируются. Но, и вот здесь самое главное, наверное, поэтому у нас нет сейчас юридических оснований просто сказать, что давайте унифицируем цены на топливо в масштабах страны. Это мало реально, если говорить прямо. Но вот что, мне кажется, нужно делать обязательно, это следить за тем, чтобы поставщики топлива не использовали удаленность территории для того, чтобы наживаться на этом. То есть, иными словами, зарабатывать слишком много, получать норму прибыли, несопоставимую с их затратами. Потому что мы понимаем, в силу удаленности той же самой Якутии, можно сказать, здесь далеко везти, даже вот самые ближние НПЗ, это на такое огромное плечо, давай накручивать. Вот это недопустимо, и за этим мы должны обязательно следить. И мы в правительстве, я прошу вас всех следить, как своих однопартийцев и коллег, и просто реагировать на это каким образом? Через систему антимонопольного регулирования. Можно довольно сильно дать по рукам. Просто если посмотреть, каким образом растут цены, где есть избыточное вознаграждение поставщиков, где, по сути, спекулятивная игра на рынке присутствует. Хотя по всей стране, я цифру могу вам привести, у нас, например, за прошлый год цены на топливо, они увеличились ниже, чем инфляция. Но я понимаю, что вас это не особенно радует, хотя бы потому, что просто здесь вообще цены высокие на топливо. И здесь дело не в инфляции, а может быть они и не особенно выросли по отношению к потребительской корзине, но они сами по себе высокие. Что точно, еще раз говорю, нужно делать, это смотреть за игрой поставщиков, и в случае, если они, что называется, отвязываются, бить по рукам. Я прошу и вас этим заниматься, и сам в правительстве это буду контролировать. Пожалуйста, давайте еще попросим кого-нибудь отсюда. Добрый вечер, Дмитрий Анатольевич. Разрешите поблагодарить вас от имени беспартийных участников праймериза. От беспартийных тем более приятно слышать. Да. То, что вы дали такую хорошую площадку на праймеризе. Вам понравилось? Да, результаты нас порадовали. И сама площадка, само проведение, действительно. И то, что с посланием президента, которое мы слышим 2 года, а я являюсь председателем общественной организации «Я инженер», мы совпадаем, и процент, и то, что молодежь действительно сегодня развивается в том направлении, которое говорит наш глава, президент нашей страны. И работая 10 лет уже в этой области, именно в профориентации по промышленным объектам, зная, как развивается, как важна сейчас республика, вся промышленная программа, у нас есть огромный опыт 10 лет, молодежный именно, который мы проводили среди школьников, показали более 400 школьникам нашей республики, что такое промышленные объекты, что такое сила Сибири. Живя в 100 километрах, мы на самом деле не знаем, наши школьники не знают, что действительно здесь добывается эта нефть, которая пользуется по всему миру, можно сказать. 100 километрах. У нас иногда школьники, живя в 100 метрах, не знают, что происходит. Это зависит от желания. Да, и кроме этого у нас есть еще пропагандические. 3 года мы проводим республиканский конкурс «Я инженер». Приглашаем всех молодых специалистов, школьников и студентов. И
ну, в таком вместе с правительством работаем в этом направлении. И самая больная тема, это, наверное, то, что мы за 10 лет наработали, это профориентация. Ну, работа нами продолжится при вашей помощи. Ну, я надеюсь, если вы никуда не хотите уехать. Нет, пока не собираемся. И, наверное, должна уже по всей России появиться программа по профориентации. И она не должна начинаться с 10-11 класса, а с 8 как минимум. Вот возрождение этой системы дало бы толчок нашей стране, нашему региону. Спасибо большое. Ну, мне просто даже трудно здесь что-то возразить, вы абсолютно правы. У нас в прежней жизни, что называется, о которой вы, наверное, не очень хорошо помните, но я чуть лучше, система профессиональной ориентации была очень мощная, она начиналась там, действительно со школьной скамьи, потом была развитая система средних специальных учебных заведений, техникумов, ПТУ, ну и потом, соответственно, университеты, институты. Значит, к сожалению, потом эта система профессиональной ориентации разрушилась по субъективным причинам и по объективным причинам. Объективные заключались в том, что все-таки экономика изменилась. Если раньше мы все планировали, вот, значит, столько-то специалистов идут в ПТУ, столько-то в техникумы, там, столько-то в университеты. Кстати сказать, все об этом уже забыли, но на самом деле в прежние советские годы в университетах, в институтах училось приблизительно в процентах в 3 раза меньше, чем сейчас. У нас сейчас почти каждый выпускник идет учиться в университет. В любой республике, в любом крае, в любой области. Другой вопрос, хорошо это или плохо, потому что нам нужны специалисты со средним специальным образованием. Ну вот, эта система деградировала, разрушилась. Значит, сейчас мы ее только возрождаем. Для того, чтобы ее возродить, необходимо обязательно, чтобы в возрождении этой системы принимали участие работодатели, не только государство. Мы все государственные решения примем, конечно, и они есть, и там по поддержке ряда программ федеральных и в регионах, но очень важно, чтобы этим занимались сами работодатели, потому что они потребители кадров. Они должны помогать возрождать средние специальные учебные заведения. У нас была такая программа, она сейчас продолжается в разных территориях, которая связана с софинансированием создания современных техникумов, современных колледжей, там, чтобы нормальные станки были, преподаватели хорошие работали. Вот поэтому акцент на работодателей, которые должны иметь льготы, привилегии, преимущества, связанные с подготовкой специалистов. Вот на это нам и нашей партии нужно будет еще дополнительное внимание обратить, чтобы сами работодатели вкладывались в эту систему, чтобы им было выгодно вкладываться. Тогда она заиграет новыми гранями, что называется. Примеры этого есть и здесь у нас, на Дальнем Востоке и в других местах, когда крупные предприятия при себе создают колледжи, создают профессиональные учебные заведения, они, как правило, туда инвестируют деньги, причем значительные деньги, и учиться там престижно. Я просто на всю жизнь запомнил, это уже было, наверное, лет 7 назад, может быть, 8. Я как-то приехал в один из регионов, тоже не центральный, а в Сибирском округе. И хожу, смотрю, там вот такой колледж, ребята какие-то работают. Реально хорошая такая атмосфера, современная техника, станки, оборудование хорошее. Причем разного возраста. Подхожу, сидит молодой человек, что-то тоже там ковыряет, но чуть помладше вас, наверное. Ну, все-таки уже взрослый человек. Я говорю, а ты что тут делаешь? Он говорит, я вот учусь. Я говорю, а у тебя какое образование? Он говорит, у меня высшее. Учится в среднем специальном учебном заведении. Я говорю, а зачем? Он говорит, ну я вот получил там, уж не помню какое, наверное, гуманитарное образование. Мне оно, что мертвому припарке, как принято говорить. Мне нужно нормальное, реальное образование, которое мне позволит зарабатывать хорошие деньги. Поэтому я после университета вынужден был пойти учиться здесь. Это неправильно вообще-то. По-хорошему нельзя тратить деньги на обучение в университете, а потом идти учиться в средние специальные учебные заведения. Но это очень показательно. Это очень показательно, потому что отсутствие специалистов на рынке рождает вот такие странные перекосы. Поэтому мы обязательно все вместе, я имею в виду и государство, и регионы, и, конечно, работодатели должны вкладываться в систему профориентации и поддержки профессионально-технического образования. Вот так.
Так, ну давайте теперь вернемся туда, пожалуйста. Здравствуйте, Дмитрий Анатольевич. Здравствуйте. Я Николай Николаевич Старский, учитель из маленького села Танда, Усалданского улуса. Наше село маленькое, но это родина 3 героев. Это герой гражданской войны Гаврил Васильевич Егоров, герой Советского Союза Владимир Денисович Лонгинов и герой России, полный кавалер ордена Трудовой славы Михаил Николаевич Готовцев. У нас такой вопрос. Наша партия сейчас активно обсуждает принципиальные изменения, да? Систему социальной поддержки населения малоимущего, да? В развитии адресной помощи. Нельзя не согласиться с тем, что адресная помощь более эффективна, да? Уважаемый Дмитрий Анатольевич, так как уровень жизни и уровень обеспечения медикаментами, там, продуктами питания несравненны, это большая разница, чем в Центральной России, на Дальнем Востоке. Может быть, есть такое предложение, да, учитывать региональную особенность для установления критериев при определении нуждающихся и их категорий. Как ваше мнение? Спасибо. Николай Николаевич, мое мнение совпадает с вашим. Спасибо большое. Ну, чуть больше скажу на эту тему. Должно быть и то, и другое. Адресный характер помощи, правильно, но люди по-разному же живут, да? Есть люди, у которых высокий уровень обеспеченности. Зачем им нужна льгота, которую они даже не замечают? Ну, просто даже не чувствуют ее. А есть люди, которым эта льгота, ну, вот кровь из носа, что называется, необходима для того, чтобы концы с концами сводить. Поэтому люди, у которых уровень жизни пониже, обязательно льготы должны сохранить. И мы для этого все сделаем. Но при этом льгота там в центральной части России и, например, здесь, в Саха-Якутии, вообще на Дальнем Востоке, она имеет разное значение. Поэтому региональный фактор обязательно должен учитываться. У нас очень сложная, очень неравномерная страна. В этом и ее сила, и ее, конечно, там, в ряде случаев проблемы. Поэтому обязательно региональный компонент должен учитываться. Вопрос в том, как. Ну вот мы должны это делать вместе с руководством регионов. Егор Фанасьевич, так? Ну вот, так и будем делать. При принятии региональных решений. Пожалуйста. Добрый вечер, уважаемый Дмитрий Анатольевич. Я представлюсь, меня зовут Александр Сусоев, являюсь председателем Студенческого профсоюза Северо-Восточного федерального университета, а также руководителем Якутского регионального отделения Молодой гвардии Единой России. Вот мой вопрос касается многодетных семей. Вот вы дали поручение о том, что вот в течение 3 лет необходимо ликвидировать бесплатное предоставление участков для многодетных семей. Вот если дать статистику в нашей республике, да, то сегодня более 17,5 тысяч таких семей, которые нуждаются в этом. Из них, по данным на 1 мая, получили около 6 тысяч семей. А 80% из них получили участки без инфраструктуры. Света нету, газа нету, дороги нету. Поэтому у меня вот такой вопрос и предложение, да? Нужна помощь. И вот вопрос такой. Какие меры государственной поддержки предусматриваются или планируется предусматриваться для обеспечения инфраструктурой вот такие участки? Спасибо. Спасибо, Александр. Но что я могу сказать? Я действительно стоял даже у истоков этой программы, этого решения по поддержке многодетных семей, потому что это очень важно в масштабах нашей страны, в масштабах республики. Вопрос в том, что люди у нас тоже понимают все, им абы какая земля не нужна. Вот у вас здесь земли много, очень много. Но это не вся земля, которую можно использовать, мягко говоря. Часть земли вообще просто невозможно использовать. А даже та, которая, в принципе, неплохая земля, просто так люди, конечно, не поедут, если там нет элементарной инфраструктуры. Это мы понимаем. Значит, поэтому нужно совместно создать механизм по тому, каким образом эту инфраструктуру подтащить. Ну, судя по тому, что 6 тысяч человек у нас получило эти участки, там инфраструктура есть. Понятно. Ну, все знают, что эта программа у нас принята. Главная проблема инфраструктуры имеет отдельные затраты, поэтому сегодня в течение 3 лет эта задача полностью решим. Спасибо. Значит, вот поручение дано.
Мы за этим все вместе должны следить, и вы, как молодая гвардия, тоже. Значит, мы обязательно будем стараться дополнительные деньги вот в такую инфраструктуру давать и, значит, пытаться из федеральных ресурсов помогать, если будут возможности, и, конечно, региональные ресурсы использовать. При этом, вот что важно, на что хочу обратить внимание, у нас есть разные формы поддержки многодетных семей. И надо, чтобы сами люди решили, что для них лучше, потому что, может быть, в каком-то случае удобно и квартиру получить, для кого-то дом. Просто у нас должен быть обязательно реестр всех многодетных семей, и вот это действительно задача республиканская, задача наших территорий, такой реестр создать, с тем, чтобы каждая семья была на учете и чтобы им были предложены разные варианты решения, потому что просто сидеть, ждать инфраструктуру не всегда правильно. Может быть, проще получить квартиру или наоборот, значит, решить, что вот в конкретном месте обещают подтащить там газ, свет, все остальное там к такому-то году, мы будем ждать получения земельного участка. Вот такой учет нужно наладить обязательно. И прошу обратить внимание на это руководство республики. Спасибо. Спасибо. Пожалуйста. Добрый день, Дмитрий Анатольевич. Добро пожаловать в Якутию. Надеюсь, не только хорошая теплая погода, но и тепло наших сердец оставит самые теплые воспоминания. Ну, то ли еще будет. У нас еще впереди целый вечер. Меня зовут Иван Луцкан, я врач, кандидат меднаук, работаю в больнице и преподаю в Северо-Восточном федеральном университете. Но у меня большей частью даже не вопрос, а ряд предложений. Мы видим поддержку, которую нам оказывает и правительство Российской Федерации, и правительство Республики. Егор Афанасьевич, Галина Кентьевна не всегда держат руку на пульсе. В плане здравоохранения за это им огромное спасибо, так же, как и вам. Вот что беспокоит врачей. Первое, вот сейчас переходит на аккредитацию с 2016 года, новый порядок, и здесь есть нюансы, что мы боимся, что у нас будет провал по узким специалистам, потому что человек, закончивший медицинский вуз, он 3 года должен отработать в первичном звене. Потом он имеет право поступить в ординатуру и после этого может выбрать дополнительную специальность. Поэтому есть огромная просьба, может быть, на переходный период оставить интернатуру как возможность получить узкую специальность, чтобы у нас вот провала в узком звене не было. Потому что у нас и так на рынке труда с узкими специалистами есть проблемы. Поэтому здесь это как предложение. Второй момент – это по времени, которое утвердил Минздрав на прием специалистами. Вот даже с коллегами я общался, 15 минут для участкового терапевта на первичный прием – это реально мало, потому что человек приходит, надо его полностью с ног до головы. Если с узкими специалистами он уже приходит с заявленной проблемой, там, да, время каким-то образом можно уточнить, то терапевту 15 минут на первичный прием – это все-таки мало. И как предложение может быть посмотреть немного увеличение, потому что в базовой программе госгарантий количество посещений заложено именно из этого норматива. Третье предложение – это по поводу, возможно, понятно, что сейчас идет целенаправленная работа на повышение качества медицинской помощи. И мы с этим согласны, что это необходимо, и ответственность врача должна повышаться. Но немного забывается об ответственности самого пациента за свое здоровье. И здесь вот тоже есть нюансы. Вот человеку идут назначения, он ведет, там, допустим, нездоровый образ жизни, и все равно потом остается виноватым врач, к глубокому сожалению. И вот здесь, может быть, какие-то есть нюансы, которые можно тоже обсудить. Какие? Вот это с этого места поподробнее, интересно. Каждый начал думать про свое здоровье, что он соблюдает, что не соблюдает. Вот вы предлагаете выстроить систему ответственности пациента, правильно я понимаю? Чтобы в этом был какой-то определенный паритет. И врач, и пациент совместно должны отвечать в целом за здоровье. И четвертое предложение – это по поводу постановления правительства номер 890 1994 года, который регламентирует порядок выдачи льготных рецептов гражданам и в том числе поддержки российской фармпроизводства. Последнее изменение было только в 2002 году, больше в него изменений не вносилось. И вот здесь есть ряд предложений в части регламентирования работы, потому что, во-первых, появились новые препараты, новые условия работы медицинских работников. И, может быть, здесь имеет смысл установить конкретный лимит финансирования конкретно под выдачу льготного препарата, допустим, там, 100 тысяч, там, 200 тысяч на человека, чтобы это было, не, скажем так, не в широком понимании, да, там, что все должны, вот там прописано, все дети должны быть обеспечены лекарствами. Ну, конкретно чем, как,
Вот здесь вот этого не хватает. И, возможно, в части тех, какие именно препараты. То есть понятно, что в 1994 году это делалось, чтобы поднять российскую фармпромышленность. Сейчас же мы используем иностранные, то, что входит в жизнь важный перечень лекарственных препаратов. Мы сейчас тоже хотим российскую промышленность фармацевтическую. Да, вот я думаю, может быть, вот как раз катушку. было бы актуально в это постановление внести определенные изменения в части поддержки российского рынка. Спасибо большое. Спасибо. Ну, вы хорошо подготовились. Сейчас буду пальцы загибать. Значит, по поводу узких специалистов и недопустимости образования вот такого пробела, когда, значит, будет нехватка кадров из-за перехода на несколько иную систему подготовки, использования возможностей интернатуры. Правильно я, значит, понял ваш вопрос? Естественно, я всецело за то, чтобы вот этот переход был максимально мягким и спокойным. Вы сами прекрасно все знаете, потому что сами занимаетесь врачебной деятельностью, врач по специальности. У нас вот ситуация с обеспеченностью кадрами, она такая подвижная. Я помню, когда мы начинали проект по здравоохранению, национальный проект, у нас как раз была проблема с первичным звеном и с терапевтами, педиатрами и врачами общей практики. И тогда мы все силы бросили туда. И действительно побудили кого-то вернуться из людей уже таких зрелых, врачей, которые там, с солидным стажем, и каких-то молодых тоже специалистов отправили. Потом ситуация изменилась. Стало много специалистов, которые широкого профиля, а узких специалистов стало мало. И вот сейчас нам нужно отбалансировать эти позиции. Поэтому я обязательно дам поручение проверить, вот каким образом все-таки эти позиции перекрывают друг друга. И если мы в результате наших управленческих решений можем допустить какой-то перекос здесь, то тогда нужно будет поменять решение для того, чтобы все-таки количество узких специалистов было необходимым для каждой территории. Значит, теперь в отношении времени на прием. Но этот норматив мне не очень понятен, потому что я не считаю себя специалистом по регулированию рабочего времени врача. Но если вы считаете, что 15 минут для терапевта это мало, значит, дадим поручение разобраться для того, чтобы этот норматив откорректировать. Естественно, его невозможно бесконечно раздувать, но все-таки, наверное, так сказать, какая-то разница между приемом терапевта и узкого специалиста, например, там, офтальмолога, она должна быть. Но, наверное, есть какие-то другие позиции. В любом случае скажу, чтобы это, так сказать, проанализировали. Значит, третье касается, значит, ответственности. Да. Вот эта тема более, конечно, такая масштабная, более сложная. Ее невозможно ни постановлением правительства, ни законом ввести. Значит, все слова красивые мы всегда говорим, а все документы их закладываем, что человек сам отвечает за свое здоровье, должен там физкультурой заниматься, правильный образ жизни вести, питаться правильно, ну и так далее. В общем, все те слова, которые принято говорить. Но потом каждый кузнец собственного счастья. Значит, кто-то это делает, кто-то нет. На мой взгляд, вот что можно было бы сделать на будущее, это все-таки в рамках развития страховой компоненты, страховой медицины, установить, что в случае, если действительно есть доказательства того, что пациент сам грубым образом нарушает рекомендации врача, то в этом случае наступают какие-то страховые последствия. Какие, я не берусь сейчас утверждать. Но это вопрос будущего. И это можно делать, на мой взгляд, только в рамках именно страховой медицины. Потому что там можно посчитать взаимосвязь, установить между поведением пациента, результатом лечения и ответственностью врача. Ну и, наконец, в отношении постановления, которое вы упомянули, наша цель сейчас очень простая. Она заключается в том, чтобы сделать наш рынок лекарственный гораздо менее уязвимым от поставок иностранных препаратов. Почему? Причины две. Ну, во-первых, мы живем в мире, когда нам иногда пытаются руки выкручивать, значит, мы должны быть в этом смысле самодостаточным, сильным государством. А вторая причина более прозаическая, но даже более важная. Курсы валют, они меняются. Никто не застрахован от вот этих вот, так сказать, пиков и так далее. И это сильно бьет по карману людей.
Значит, потому что иностранный препарат, купленный за валюту, он, естественно, сразу же при девальвации вырастает в цене. Для государства это, соответственно, тоже возрастание затрат, потому что часть препаратов мы покупаем, они идут в больницы, в поликлиники, и, соответственно, вы даете их бесплатно для людей. Вот, поэтому задача именно в том, чтобы создать современную фармакологическую промышленность. Хочу вам доложить, что у нас есть хорошие результаты. Не знаю, насколько вы ощущаете это в врачебной практике, но с точки зрения цифр они выглядят следующим образом. У нас сама фармацевтическая промышленность в прошлом году выросла на 25%. Туда пошли деньги и, самое главное, специалисты. Многие люди, я просто ходил на этих фармпроизводствах, смотрел, возвращаются из-за границы, чтобы работать у нас. И что еще более важно, у нас стали появляться свои препараты, которые мы сами создали, именно новаторские препараты. А вы, как врач, знаете, чтобы создать такой препарат, требуются огромные деньги. Не дженерики, не препараты, которые воспроизводят ту же самую химическую формулу или, так сказать, там, называемое непатентованное наименование, а именно совершенно новые принципиальные препараты. Это сотни миллионов долларов. Вот. Но у нас стали появляться свои препараты. Так что я считаю, что мы вполне способны решить важнейшую задачу. Там на 3/4, на 80% укомплектовать наш рынок за счет российских препаратов. Не худшего качества, но более доступных по цене. Давайте заниматься этим. Спасибо. Так, ну, у нас сегодня большое мероприятие, поэтому я предлагаю еще 2 человек послушать и на этом подвести итог. Пожалуйста. Здравствуйте, уважаемый Дмитрий Анатольевич, я главный врач Миринской центральной районной больницы. Медики пошли. Да. Вы прекрасно знаете географические размеры нашей республики. У нас очень много удаленных улусов и поселений. Для нас важна доступность медицинской помощи не только в смысле и в материальном плане, и также для приближенности местам проживания людей. Для нас это крайне важно. Можно ли на законодательном уровне или решением правительства, когда при закрытии или ликвидации фельдшерско-акушерских пунктов для сельской и малонаселенной местности, чтобы оно было закреплено обсуждением общественности или, как сказать по-другому, сельским сходом. Спасибо. Не только можно, а нужно. И в этом, собственно, ответ. Вы, не знаю, слышали или нет, но у нас даже есть такой законопроект. Он касается именно того, о чем вы говорите. Одно дело закрытие поликлиники или больницы, или перепрофилирование, или присоединение в крупном городе. И то это, кстати, вызывает часто раздражение людей. А другое дело, когда это в небольшом муниципальном образовании, в Улусе, да еще и на дальнем расстоянии от центра, когда люди вообще лишаются доступа к медицине. Поэтому я эту идею полностью поддерживаю. Люди, если это единственное лечебное заведение, единственный ФАП, например, должны сами проголосовать за это. Мне кажется, это и есть демократия. Большое спасибо. Ну, пожалуйста, и подводим черту. Раз. Дмитрий Анатольевич, скажите, пожалуйста, мы с большим воодушевлением восприняли поручение президента России по энерготарифам для Дальнего Востока. У нас какое поэтапное будет выполнение этого поручения и когда у нас тарифы сравняются с средним по России? Первый вопрос. Второй вопрос у меня в связи с газификацией тех муниципалитетов, тех районов, где будут пролегать трассы Сил Сибири. «Газпром», конечно, это наше национальное достояние, оно государственная компания. Наше руководство республики очень плотно с ними хорошо работает, но хотелось бы, чтобы было поручение от правительства Российской Федерации, чтобы все-таки газификация этих муниципалитетов пошла быстрыми темпами, тогда мы на выборы пойдем очень достойно к ним. И третье, мы вас знаем как человека слова, Дмитрий Анатольевич. Вы приезжали сюда. Тонкий подход. В Нижнем Бестяхе. Значит, вам надо куда-нибудь в МИД перебираться, дипломатом быть. И вы сказали, что эта проблема очень сложная, вы все знаете прекрасно, мы все знаем прекрасно, но вы сказали, что мост будет через Лену. И недавно Егор Афанасьевич в составе правительственной делегации в Китае были, там в протокол Шувалова не вошли. Какие все-таки перспективы мы все-таки вашего слова ждем? Спасибо большое.
Значит, ну вот, знаете, чем опытный управленец отличается от того, кто только начинает? Вот я уже себя считаю достаточно опытным человеком. Опытный администратор, управленец имеет, значит, возможность правильным образом распределять нагрузку между своими коллегами, привлекать их к ответственности, к решению задач. Вот поэтому я попрошу Юрия Петровича Трутнева, который предусмотрительно захватил с собой, как моего заместителя, на несколько вопросов ответить, а потом я это прокомментирую. Спасибо большое, Дмитрий Анатольевич. Уважаемые коллеги, по энерготарифам закон подготовлен, он достаточно сложный, вы знаете, что он затрагивает всю Россию, не только Дальний Восток, поэтому некоторое время ушло на голосование, а Государственная Дума уже собирала чемоданы в этот период, поэтому вот тот состав Государственной Думы, который будет избран в одном из первых пакетов, мы рассчитываем в октябре этот законопроект внести, рассмотреть и принять это решение. Но здесь никаких уже разногласий нет, закон разработан, правительством согласован, мы ждем внесения в Думу. Спасибо. Так, но это важнейшая часть ответа. Что касается «Газпрома», не сомневайтесь, мы с «Газпрома» не слезем. Он будет заниматься не только своими дальними планами по поставкам газа за границу, там, в Китайскую Народную Республику, зарабатыванием денег. Это очень важно и для бюджета нашей страны и так далее. Но он будет заниматься и газификацией, и решением важнейших насущных задач. Я эту тему знаю еще с того периода, когда я был председателем Совета директоров в «Газпроме». Это было ни много ни мало 8 лет. И мы тогда запустили самую, может быть, лучшую в этом смысле социальную программу по газификации регионов. Мы обязательно продолжим ее и не только в европейской части, центральной части России, в Сибири, но и на Дальнем Востоке. Ну вот. Мост. Не обманешь. Но, значит, по поводу моста у нас идут постоянные консультации с Егором Афанасьевичем. Значит, я считаю так. Во-первых, мост должен быть обязательно, потому что мы решения принимали. Значит, бывают разные, конечно, финансовые проблемы и текущие проблемы для этого, наверное, не самые лучшие. Тем не менее, вот та идея, которая есть, с которой пришел руководитель республики и к президенту, и ко мне, она живая. Давайте ей поможем. Значит, надеюсь, что мы сможем эту задачу решить. Потому что мост, еще раз подчеркиваю, нужен. А раз он нужен, значит он будет.